Владимир Путин сегодня выступил с телеобращением к россиянам по важным изменениям в пенсионной системе, впервые озвучив и пояснив важность принятия некоторых решений именно сейчас. Среди главных акцентов – очевидные скидки и уход от жестких формулировок нынешнего законопроекта, предложенного, между прочим, правительством и принятого депутатами Госдумы в первом чтении. В первую очередь, возраст выхода на пенсию предлагается смягчить женщинам. Президент считает, что повышать его надо не на 8 лет, а на 5, то есть до 60 лет. При этом право досрочного выхода должно быть предусмотрено для многодетных матерей, а те, кому предстояло выйти на пенсию по старому законодательству в ближайшие 2 года, установят возможность оформления пенсии на 6 месяцев раньше нового порядка. Пристальное внимание глава государства уделил людям предпенсионного возраста, признав, что после 50 работу действительно сложно найти, но им нечего опасаться. В этой связи мы должны предусмотреть дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан старших возрастов на рынке труда. Поэтому на переходный период предлагаю считать предпенсионным возрастом 5 лет до наступления срока выхода на пенсию. Повторю, здесь нужен целый пакет мер. Так считаю необходимым установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста. Соответствующие изменения в законодательство нужно внести одновременно с принятием законопроекта о повышении пенсионного возраста. Естественно, было бы неправильно и несправедливо руководствоваться здесь только административными мерами. Поэтому поручаю правительству предложить реальные стимулы для бизнеса, чтобы работодатели были заинтересованы принимать и сохранять на работе граждан предпенсионного возраста. Уже учтены в проекте льготы для шахтеров, работников горячих цехов, химических производств, чернобыльцев, ряда других категорий. Действующие условия назначения пенсий должны, по мнению Владимира Путина, сохраниться и для коренных малочисленных народов Севера и жителей села. Уже неоднократно обсуждалось и даже принималось решение о необходимости 25% надбавки к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, живущих на селе, у которых не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве. Но вступление этого решения в силу откладывалось. Предлагаю начать эти выплаты уже с 1 января 2019 года. А тем, кто начал работать рано, дадут возможность досрочного выхода на пенсию, то есть с учетом заработанного стажа. Так сейчас в законопроекте устанавливается 40-летний стаж для женщин и 45-летний для мужчин. Владимир Путин предложил снизить его на 3 года. Знаю, что представители партии «Единая Россия» в региональных законодательных собраниях и руководители субъектов федерации выступали с инициативами сохранить и все действующие региональные льготы. Это очень важные для людей вещи, такие как бесплатный проезд на общественном транспорте, льготы по ЖКХ, при капитальном ремонте и газификации, льготы на приобретение лекарств и ряд других. Поддерживаю, безусловно, этот подход. И рассчитываю, что все необходимые решения будут приняты в регионах еще до вступления в силу нового закона по пенсионному обеспечению. Все озвученные в рамках этого телеобращения предложения будут оформлены в качестве поправок и в кратчайшие сроки внесены в Госдуму. Решение по устойчивому развитию пенсионной системы Владимир Путин назвал трудным и непростым, но необходимым, попросив россиян относиться к нему с пониманием.